депутатский корпус выразил свое мнение по поводу соглашения и, разумеется, ратифицировала его. Иными словами, Народное собрание подтвердило легитимность и полномочность данного соглашения. И этим все сказано. Как любой здравомыслящий гражданин своей республики, как патриот своей республики, мы прежде всего преследуем цели, именно которые направлены на благосостояние нашей республики, на улучшение социально-экономического климата в нашей республике, и чтобы в конечном итоге это положительно отражалось в целом на общественно-политическую ситуацию в нашей республике. Я думаю, что всякое благое имеет свой положительный исход, и оно, несомненно, должно принести положительный результат. Исходя из действующего законодательства, и история показывает и подтверждает очень много фактов, поэтому любое сообщество, любая нация как таковая имеет свою территорию, имеет свой язык и обособленность. В чем она выражается? Она выражается прежде всего в территориальной обособленности. И этим самым Республика Ингушетия обозначила свой контур, то есть обозначила свое место обитания и свою территорию определила, которая непосредственно является юрисдикцией нашей республики, то есть находится в компетенции органов исполнительной власти нашей республики. И это нормальная практика, потому как это уже испокон веков предусмотрено действующим законодательством. Ни для кого не секрет, что есть здоровые силы, есть, разумеется, и отрицательные элементы, которые очень неблаготворно влияют в целом на общественно-политическую ситуацию в нашей республике. Я полагаю, что это некая пятая колонна, которая вносит смуту и разлад нашего общества. Я бы хотел призвать все наши здоровые силы с пониманием относиться к той ситуации, которая сложилась по вопросу соглашения, заключенного между главой Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Здесь надо понимать, какую цель преследует руководство при заключении данного соглашения. Как мы слышим, некоторые товарищи начинают голословно, повторяю, голословно утверждать, что мы, заключив этим самым соглашение, причинили себе значительный экономический ущерб, либо политический ущерб. Соответственно, задается вопрос, из каких критериев они судят об этом. Я далек от мысли, что наше руководство, еще раз повторюсь, заключало соглашение в ущерб нашей республики. Более того, наоборот, напротив, я считаю, что оно заключило именно для того, чтобы мы имели не только, как говорится, конституционность своих органов государственной власти, территории и всего остального. Мы, как республика, теперь имеем четкие ориентиры и границы своей республики. И также дальше же будем продолжать совместно с нашим братским народом существовать, радоваться, развиваться, ездить в гости друг к другу и оказывать друг другу братскую взаимную помощь.